Мы все знаем, что станет главным событием этой недели. Со мной на связи Уильям Хубарт. Итак, Уильям, накапливаются ожидания по поводу предстоящего заседания Федерального резерва, которое должно пройти на этой неделе. Чего нам стоит ожидать от участников рынка и от курса доллара в преддверии очередного заседания Центробанка? Подобные ожидания накапливаются еще со времен мартовского заседания. Я полагаю, что Центробанку стоило повысить процентные ставки еще в июне. Возможно, это было бы минимальное повышение на 10-12 базисных пунктов. Но тогда они упустили свой шанс. Еще один неплохой шанс они упустили в сентябре. А сейчас, вне зависимости от того, что произойдет, мы не увидим повышения ставок на более чем 25 базисных пунктов. С середины марта до июня этого года курс пары евро-доллар был на уровне 1.045–1.06. Как мы видим, участники валютных рынков уже тогда учитывали первое повышение ставок США на 25 базисных пунктов. Сейчас же все просто ждут реального повышения ставок на 25 базисных пунктов. Ключевой момент в том, насколько мягким будет заявление представителей Федерального резерва. Не будем забывать, что главная цель Центробанка – это рост экономики в условиях довольно низкого уровня инфляции. Как мы знаем, в течение последних 25 лет ситуация в мировой экономике кардинально изменилась. Когда я начинал свой бизнес в 1971 году, можно было назвать от силы 5 развитых стран. В целом, я полагаю, что в ходе очередного заседания Федерального резерва мы увидим повышение ставок на 25 базисных пунктов. Причем участники рынка уже учитывают это в своих позициях. Особенно это касается пары евро-доллар и реакции доллара на такие меры. На мой взгляд, заявление представителей Центробанка будет либо нейтральным, либо мягким. Скорее всего, участники рынка окажутся в замешательстве, если заявление будет слишком жестким. Федеральный резерв предоставит нам указания по поводу будущей монетарной политики. Например, они могут упомянуть, какой уровень занятости им бы хотелось увидеть. Кроме того, в ближайшее время уровень инфляции должен немного повыситься. И в таком контексте я бы рассчитывал еще на 2 повышения ставок. Первое в марте, потому как мартовское заседание предшествует началу предвыборной гонки в июне-июле. А второе повышение в декабре, уже после проведения президентских выборов, которые запланированы на ноябрь, так, чтобы это решение не выглядело политизированным. В четверг Центральный банк Мексики должен принять решение по поводу процентных ставок. Какое влияние окажет решение Федерального резерва на экономики развивающихся стран? 2 центральных банка, которые еще в сентябре заявили о том, что процентные ставки уже достигли дна и должны быть повышены в ближайшее время, это Центральный банк Мексики и Резервный банк Индии. Еще с августа Мексика готовилась к повышению процентных ставок и даже в каком-то смысле подгоняла США. Потому если Центробанк Мексики примет решение о повышении ставок, это не станет ни для кого сюрпризом. Мировые рынки отреагировали на недавнее понижение процентных ставок в еврозоне. Можно ли ожидать начала цепной реакции после публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ и выступления президента Марио Драги? Марио Драги сейчас как бы выступает в роли Гринча, который похитил Рождество. Рынки были готовы к дальнейшему смягчению монетарной политики в еврозоне, в частности, к увеличению программы КС, по крайней мере, на 60 миллиардов евро. И мы действительно увидели расширение рамок программы количественного смягчения. Но все произошло не совсем так, как мы ожидали. В ходе своей пресс-конференции Марио Драги дал рынкам понять, что в будущем их не ожидают сюрпризы. Мы все знаем, что вскоре Федеральный резерв начнет повышение процентных ставок. Курс пары евро-доллар все еще находится на уровне 1.10. И это приемлемый курс для Германии или Франции, но совсем неприемлемый для восточноевропейских стран, в частности для Словакии, Словении и Чехии. Сейчас складывается довольно интересная ситуация. Федеральный резерв повысит ставки, но при этом и Федеральному резерву также не хочется видеть слишком сильное повышение курса доллара. В целом, участники рынка уже учитывают это событие в своих позициях. Но учитывая недавнее понижение курса доллара, Центробанк США явно не будет делать никаких резких движений. Повышение ставок будет очень постепенным, и им следовало сделать это уже очень и очень давно. Процентные ставки оставались слишком низкими на протяжении слишком длительного времени. Уильям, спасибо за ваши комментарии. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ, и мы будем держать вас в курсе всех самых важных событий. Всего доброго.